прошлогодние дрова так и не использовал. И в этом году еще заготавливаю. Потому что вот тут дерево сломалось. И вот так свалилось. Задело второе дерево. Тоже гнилое. Это дерево тоже он туда упало. И просто лежит. Если сейчас не спилю, ну, лучше сейчас спилю, заготовлю. Понадобится или нет, там посмотрим. Видно будет. Жизнь покажет. От избы вообще близко. Буквально там 30 метров. Почему бы и не заготовить? Чем таскать, хрен пойми откуда. Вот. Елки они быстро начинают гниет. Ладно, сейчас пусть пила отдохнет, допилю и буду складывать. Здесь у меня поленница была, здесь сложу. И там тоже поленница была. Сразу на 2 чурки, вот по 2 чурки пилю. Вот так буду складывать. И таскать тоже по 2 чурки, чтобы разом быстрее на руках таскать. Вот смотрите, ребят, даже по 3 чурки вот так я спилил и в избушку отнес, там расколол. Ну, нести сразу 3 чурки вот так, чуть-чуть недопиленная. Вот столько дров получилось. Отлично. Где-то почти 2 заправки спилил, наверное. Все убрал. Там осталась только вершинка, наверное, 2 метра. А в остальном хорошие дрова. Даже не буду закрывать. Пусть промокнет. Это ничего страшного. У меня сухие дрова заготовлены вот тут. Под жестью закрыто. И там еще под навесом. А это если будут сырые, ничего страшного. Такие сучья везде торчат. Все. Отлично, ребят. Здесь очень много дров получилось. Ребят, рассказываю. У меня в руках топор. Сейчас и рюкзак уже на мне. Сейчас попил чай. Ужин еще не готовил. Хочу сходить где-то час-два поброжу по тайге в поисках чаги. Хоть 1 мешок, если наберем, это уже удача. А потом уже приду, буду готовить ужин. И все, день закончится. Сейчас уже 3 час. Или сколько там, да, 3 час. Ну и сколько я наберу чаги, я чуть позже вам покажу. А весь процесс, конечно же, будет за кадром. Иду вон оттуда, по своим тропам, зачесам. Включился чисто показать, как все выглядит. Ветровалы. Все навалило капитально. Здесь
тропинку надо бензопилой пройтись. Капец, вон там тоже, смотрите, сколько. Очень много. Везде. Тут, наверное, такой ветер. Полоса прошла, все навалило. Тут кормились лоси. Вот следы даже, думаю, это уже весной дело было. Похоже. В таких местах они живут. Здесь озеро. Зачесы. Непонятно. Или весной, или осенью. Вот следы я вижу, как будто после снега уже тут ходили. А по снегу, вот по мосту я приезжал, вообще ни одного следа не было. Ни одного. Вот сейчас опять как бы снег растаял, и они в это время весной в наши края подтягиваются, а по снегу уходят почему-то. Мигрируют. Тут непроходимо, конечно. Зачем я сюда залез? Тут и вообще берез нету. Ну, немножко чагу набираю. Немного набирается. Капец там, ребят, ветровал. Эту тропинку я уже забросил. Мои зачесы, они есть. Старые. А сейчас вот тропа у меня за озером напрямик идет. Ух. Нафига я сюда пришел? Вот смотрите, что творит природа. Сейчас немножко поснимаю. Это этого года. О, блин. Сушина возле первой избы стоит. Никак не свалится, а здесь. Смотрите. Что я вижу везде. Все повалило. С корнями. Десятка кубов тут лежит. И будет гнить. Самое непонятное то, что вот такие ветровалы вот с корнями, которые вот нельзя брать. Да, никому он не нужен, он так будет гнить. Короеды будут доедать, паразиты. Что еще можно добавить? По закону нельзя трогать. Предприниматель, хоть и эту делянку отведет для вырубки леса, этот хлам тоже не будет брать. Он берет хорошие древесину. Населению надо разрешить как бы все это, чтобы спилили и вывезли по возможности, где можно. Здесь сюда точно никто не приедет, и делянку эту никто не даст, не отведут. Непонятно, конечно, все. Как-то одной рукой дают, другой отбирают. И вот если сломается от корня, можно древесину брать. Вот то, что я сегодня на дрова спилил, я вам показал, как бы дерево свалилось. И вот она лежит от пня, сломанного пня в стороне. Такое можно брать. Да, здесь кайфуют лоси, конечно. Им это не преграда. Хотя они тоже выбирают. Ты вот протистишь тропинку охотничью, и они по твоим следам ходят постоянно. Не боятся запах человека, ничего не боятся. Как вот пройти здесь? Так, там более-менее. Вот это паутина. Застрять можно.
Ик. Ладно. Идем потихоньку. Перекур. Вышел к реке. И даже, знаете, вот место большого затора. Поднимался по реке. Я вам это показал, озвучивал. Вон те пни. Вот отсюда и сами видели, до куда был затор. Там я проходил через затор, там сделали дорожку. Там охотники тоже передо мной ездили на лодке. Вот по их следу и я ходил. Чага вообще тут нету. Вот взять бы и развернуться и обратно идти. Я несколько километров уже прошел. Хочется еще туда еще схожу. Нет, недалеко еще. Где-то с километра, наверное, пройду и все. Надоело. Рюкзак никак не могу набрать. Нету. Потом к лодке схожу. Поднимусь. К лодке схожу. Посмотрю, сколько упала вода. Не видно. Хрен пойми. Но обычно за сутки там 20 сантиметров уходит. Вода еще большая. Птицы поют. Но от листва немножко так чуть-чуть. Но уже зеленеет. Где откуда солнце попадает, там уже вот это черемухи вот эти. Самое интересное будет, конечно, в октябре. Сейчас весна. В октябре так свистанешь рябчика там. И звук из другого берега там откликнется. Там еще второй, третий. И они на этот берег. Один раз показывал, сколько свистел потом. Куда-то в эти деревья он сел, а я там на пустыре был. Но удалось добыть. Красивая охота была. Пару лет назад, наверное, это я вам показывал. Это я показывал. Это не то, что вот из прошлого какого-то. Это фильм был у меня. Ладно, посидел. Иду дальше. Еще с километров пройду и все. А я обратно пойду. До избы. Такой марш-бросок. Нормально так. Дальше не пойду. Вот здесь мешок оставил. Ну там, я не знаю, килограмм 5 может от силы. Вообще чаги тут не оказалось. Все. Дальше не пойду. Сейчас геотрекер включу. Обратный путь там. Сколько километров получится. Как ни странно. Вообще, ребят, тут чаги совсем нету. Вот это да. Когда на лодке ехал там пониже, все-таки мешок я набрал, а здесь, как ни странно, может на другом берегу еще попробовать. Завтра попробую, там поищу. А здесь я обратно буду идти. Ну тут вот буду спускаться, на повороте я замечу, увижу этот мешок, не забуду. Вон там дерево на середине реки тоже спилили. Видно. Или я, может, в прошлом году пилил, не помню уже. Дошли до лодки. Пить хочу. Капец. Ну да. Вот, ребят. Вчера я отмечал. Вот палка. Вот она. И вода ушла сантиметров 50. 50 сантиметров воды. Резко упала. Представляете? 50. Так, лодку немножко надо спустить. Пускай так болтается. Может резко до метра вода упасть.
если в натяг будет лодка, может лодка так на дыбы встать и мотор просто в воде будет. На задняя корма под воду идет. Так что пусть болтается, когда вода уходит, пусть лучше болтается лодка. Сейчас я еще, ну понятно, давайте сегодня 50 и туда воткну. Ну, посмотрим завтра сколько уйдет. Сейчас оттуда надо мне мешковину взять, топор оставлю в лодке, он пока мне не нужен до завтра. Завтра понадобится. Но не в избушке. Да, план. Избушка, если что, топор еще есть у нас. Пока здесь оставлю. Из рюкзака выгружу. Ну вот, после того мешка, что я сейчас собрал, вот здесь у меня одна большая, огромная чага. Остальные так по себе. Ну, чтобы пустым не ехать обратно домой. Чагу набираю. Вот. Всяко разное. Но тяжеленький этот рюкзачок. Не скажу, что много, но какой-то увесистый стал. Большие чаги тяжелые. Некоторые деревья вообще сухие какие-то. Вот и все. В общем, прошел 3 километра 100. 3 километра в одну сторону и обратно 6 километров. Вот это да. 6200 примерно. Вроде не так долго я ходил, но прошел 6 километров. Все, испарилась, блин, вся жидкость. Думал так, по-быстрому схожу недалеко. Воды ничего не взял. И опять 6 километров. Хватит на сегодня. Ну вот, закончился второй день. Немножко приготовил ужин. На ужин у меня то же самое, суп. Также сварил из тушенки и пачковый суп. Самый быстрый. Самый быстрый. Я уже, как я буду ужинать, снимать ничего не стану. В общем, сейчас, после того, как сварил ужин, я сходил в конец озера на лодке. И на смартфон я немножко заснял. Блин, вы не поверите. Вот я на лодке там находился на озере и слышу где-то гусь. Думал, там несколько штук их. А это одинокий гусь. Оттуда
с восточной стороны, с северо-восточной стороны летел. И я, короче, по-своему как-то приманил по гусиному. И у меня хорошо получилось. В общем, гусь как-то, как сказать, не понял, откуда какой звук. Он развернулся. Я вот в той стороне на озере был. А гусь вот прям вот от избушки вот сюда сел. Вот он пролетел так и сел сюда. Как сказать, мне не видно было. И потом он вплавь, короче, начал плыть ко мне. Я гакнул, и он опять так, шурует так на меня. Интересно как-то. Но он и ближе бы подплыл, на тулан там, короче, начал шуршать там на берегу, и он остановился. Все, он как бы понял, что какая-то опасность, и фиг знает. Он остановился, потом взлетел и улетел. Я это на смартфон заснял, это в телеграм-канале и в группе ВКонтакте, там это я, конечно, обязательно выложу. Ну и выложил уже, можно сказать, этот фильм, когда выйдет, это ролики мои коротенькие, намного раньше я выкладываю. Вот. Ну что, сегодня у нас небольшой ремонт избы. Все, что запланировал, я выполнил. Здесь немножко закрыл доской. Щели вот такие. В избушке жарко. И здесь тоже закрыл немножко вот так. Пока ходил на лодке, там в печи загорелась этот дрова, и там у меня суп, ну, как бы с костра занес. Чайник закипел, и суп там кипит. Хрен пойми, что творится. Ну, перебор, наверное, разварилось там все у меня. Ну, что получилось, получилось. Вот. Завтра что я буду делать, толком не могу сказать. Возле избы я, в принципе, всю работу сделал, что мне надо было. А все остальное не горит. Не горит ничего там. А на сегодня все, ребят. Давайте до завтра. Я сейчас буду ужинать и отдыхать. Все нормально. Птицы поют. А косачи я не слышу, чтобы они таковали. Обычно по вечерам слышно. Может, уже закончился только. Или просто я их не слышу. Бывает по весне там нормально еще. Да, они до июня еще будут там курлыкать. Все здорово. Крыша под кровлей. Самое главное. Ладно, давайте. До завтра.